Всем привет, друзья! Сегодня у нас на канале жареная картошка. Я понимаю, миллион способов жарить картошку. Все дома хозяйки, хозяева жарят эту картошку по-своему. Кто соломкой, кто колечками, кто полукольцами, кто целыми клубнями, кто как. А мы сегодня хотим показать, вот как мы жарим картошку, как ее режем и небольшие такие секретики. Маша говорит, что да кто это будет смотреть? Ну, посмотрят, не посмотрят, а мы поделимся, как мы жарим и как мы кушаем эту картошку. Именно жареная картошка, румяная, на сковородке, с лучком, со сливочным маслом и еще с чем-то. Вот. И конечно, это жарка картошки, это мужское занятие. И были времена, когда-то я жарил эту картошку, и даже неплохо. А вот сейчас вот руки у меня превратились в крюки, как говорится, руки-крюки. И сегодня будет жарить Мария, а я буду снимать. Но жарить эту картошку будет точно в соответствии, как я буду говорить, как я это делал раньше, даже со школьных времен. Где-то в классе в 6 даже я уже жарил эту картошку, и отлично получалось. И домашние всегда хвалили меня за эту картошку. И этот способ хочу сегодня немножко вам показать. Показать, поснимать, прокомментировать. Вот так, друзья. Не переключайтесь, смотрим дальше. Ну что, картошка у нас уже заранее почищенная. И вот смотрите, я поближе буду снимать, как режет Маша эту картошку. Не соломкой, а вот такие небольшие треугольники. Видите, каждый острый угол она срезает. И получается, что вот смотрите. Видите, каждый острый уголок срезает. Это не кубики, это вроде как треугольничков таких получается. Сначала вот вдоль. Это не соломка, не колечки, а вот такие треугольнички. Скажу почему плюс такого способа нарезки. Потому что соприкосновение с другими, кусочками очень маленькая площадь. И картошка вот с таким способом нарезки не превращается в пюрешку, даже когда еще жаришь. И она зарумянивается так, классно даже зарумянится. Вот таким способом. Это первый, так сказать, небольшой секретик нашего способа жарки картошку. То, что режем на небольшие треугольнички такие. Не кубики, и не соломкой, и не колечком, а вот такие треугольнички. Каждый остренький угол Маша разрезает. С угла начинает. Вот. Вот так. Видите? Раз, раз, раз. Видите? Где остренький угол, там и срезает. Ну вот, картошка нарезана, и я забыл уточнить. Ну вот, картошку когда режет, Маша вот по привычке или как-то вот она, как суп с водой, миску с водой нарезала. А так надо картошку, уже вымытая картошка, ее нарезать не надо в воду. Надо, чтобы немножко такая полусухая была. Вот, ну-ка покажи, вот она сейчас уже полусухая такая картошка. Вот так. И сейчас будем уже непосредственно жарить. Сегодня в кадре покажу тоже главную, собственно говоря, хозяйку. Всем привет, дорогие друзья.
всей этой процедуры. Так что вот так. Как же без Марии Олеговны у меня ничего уже не получается. Как я уже говорил, руки, крюки и еще что-то. Можно сказать про мои руки. Ну, все. Да, сейчас приступим к жарке, да. Или я болтать буду? Болтай, болтай. Не, Любитель болтать. сейчас буду жарить. Итак, включили плитку, налили масло в сковородку. Ну, жар достаточно такой большой, где-то чуть больше среднего. Вот. Пускай сейчас вот масло нагреется. Все. Отправляем картошку на сковородку. Видите, все шкварчит. Равномерно это все распределяем. Вот шкварчит, я не знаю, потом звук. И минуты, ну скажем, 4, а то и 5 не трогаем. Пускай зарумянивается. Ну и заметьте, друзья, как уже говорил, там картошку эту не трогаем минуты 4-5. Пускай там снизу подрумянивается. Между тем Маша режет лук. Лук, друзья, режем очень мелко. Очень мелко. Чем мельче, тем лучше. Пол луковицы, да? Ну да, хватит пол луковицы. Ну и сейчас будем переворачивать. Видите, там начинается подрумяниваться. Это первый раз, только переворачиваем. Осторожненько. Картошка убежала у нас одна. Видите, там уже зарумянивается все. И ничего не прилипает. Крышку не закрываем. И не солим пока. И не солим пока. И опять так же держим где-то минуты 3-4 вот так. Переворачиваем еще раз, друзья. Очень громко шкварчит. Я не знаю, там слышно, нет меня. Видите, как все румянится снизу. Очень здорово. А картошка друг к другу не прилипает. Так, еще 3-4 минуты прошло, еще переворачиваем. Видите, все, видите, как румянится. Ничего не пригорает, а все румянится хорошенько. Пока, друзья, не солили. Сейчас вот будем добавлять лук потом. Сюда. Сейчас добавим лук. Тоже перемешаем. Ну, хватит. Пускай потом снизу опять румянится. Оставим. Вот буквально 2 минутки так вот подержим, а потом уже будем солить. Давайте-ка, друзья, мы посолим. Вот сейчас картошку посолим. Слишком перебор, ты, Маша, вот слишком же норм. Что-то Маша не пожалела соль. Опять перемешаем это все. Видите, все картошки, все картофелинки, вот как были они треугольничками, так и есть. И румянятся дальше. Аромат, вы, друзья, ой, очень вкусно. Вот.
И теперь что делаем? Теперь добавляем пару ложек воды, водички, кипяченой, кипятка. И закрываем крышкой. Все, раз. И закрываем крышкой. Огонь немножко убавляем. Еще будем держать. Тоже немного, минуты 2-3. Думаю, все. Сейчас у нас уже, наверное, картошка эта готова. Просто мы сейчас как сделаем? Мы открываем крышку. Открываем крышку. Видите, там все румяное уже. И все приготовилось. Она, картошка уже мягенькая, приготовилась. В принципе. Теперь добавляем сюда сливочное масло. Просто вот посередке кладем. Видите. Выключаем эту нашу плитку. Огонь убираем, вообще выключаем. И закрываем. Закрываем. Пускай масло это растает. Масло растает. Потом это все дело очень осторожно перемешаем, чтобы равномерно это все сливочный вкус по картошке растекся. И будем кушать. Согласна, Мария Олеговна? Как я, на вроде учителя-то я нормально рассказываю, нет? Да, объясняешь? Внятно, понятно. Тебе внятно или понятно? Понятно. Видишь, какая Маша скромница. А за кадром иногда меня ругает. Не только я. Оба одинаковые. Так Нет. что Я Машу не ругаю. Ни капелечки. И последний штрих, друзья. Зеленый лук. Прелесть. Просто прелесть. Так. Вкусняшка-то у нас. Вот она. Смотрите, как, друзья, она шикарно выглядит. Это не просто картошка жареная. Это шедевр вкуса. Сейчас немножко, друзья, я поснимаю, как мы вот тоже секретик такой, ну, секретик, не секретик, а как мы еще кушаем. Вот смотрите, горячая картошка и холодное молоко. И холодное молоко обязательно ложкой. Не пьем. Можно же в стакан, но нет, вот так. Ложкой и в холодное молоко. И знаете, как вкусно это? Картошка горячая, молоко холодное. Замечательный способ. самый раз. Да? Соль нормально? Да. Соль нормально. Соль нормально. Зеленый лучок. Самый раз. И вот так. Такой способ. Попробуйте. Может кто-то скажет нам, что а что, налить молоко в стакан и так, ну, как бы, картошка и молоко в стакане запивая. Нет, вы так попробуйте, вот так, именно вот так. Сейчас, как Маша делает, смотрите. Совершенно другой вкус картошки. Вкусно. Вкусно. А картошка, этот способ картошки, жарки картошки, Хоть каждый день кушай да, такую картошку. никогда не надо есть. Никогда. Лучше, наверное, картошка, чем макароны. Или крупа там. Ну, я бы не сказал. Я в этой теме, друзья, я макаронник. Я макароны люблю. Я нет, я люблю картошку. Я люблю из круп просу. Самое вкусное проса. И, ну, и макароны, это для меня что-то... Я макаронная душа. Я наоборот. Я наоборот картошку люблю. В любом виде. Что пюрешку, что в мундире. В мундире тоже очень люблю кушать. Так что предпочитаю картошку. Кто что.
Ну, друзья, и я присоединяюсь к нашему ужину, так сказать. Картошку жареная с лучком. Просто далеко от меня мисочка с молоком. Вкусно. Очень вкусно. А сегодня Особо вкусно. особо вкусно. Ты заметила, не? А? А я правду говорю. Наверное, как сам готовил, наверное, вспомнил. Да? Молочко дать? Так, наверное, есть. Так-то мы вот раньше, ну, часто все интеллигентами стали, да, мисочку для каждого отдельно ложим. Раньше, как, по центру стола большая сковородка и такая же большая миска с молоком. И все черпали и кушали. Вот так. У вас так же, давай. Да. В Коми, вот у нас в Коми в традициях большие семьи так кладут, вот, например, на стол эту посуду. И по очереди там все кушают. Никто ничего не брезгует, как сказать. Вот. Там ведь ставили не только картошку с молоком, тоже клали, например, что-нибудь из холодного, вот если лето, бруснику с молоком. Бруснику молоком. Да, Да хоть и суп. Да хоть и суп тоже так же. Хоть и горячий суп также кушают. также то же самое клали. Большая Яичница, такая. ну, деревенская еда, вот что в деревне Да. кушаем. Все ели с одной, так Да, сказать, да. с одной посуды. Вот так. Ну что, друзья, картошка получилась на славу. Всем советую, попробуйте так вот, такую нарезку и такой способ жарки. Вам понравится. Я уверяю вас, вам понравится. И также вот Я не кушайте. уверяю. И вот также кушайте вот с молоком именно ложкой, зачерпывая молоко. Ложкой. Попробуйте так. Кувит кулала, чувствует. Наша сказала «кует кулава чускин». Это в переводе на русский получается, что язык проглотишь, так вкусно. Вот так. Ну так, друзья. Так что советую приготовить по нашему рецепту. И с молоком. Вот так. Ну что, всем пока, друзья. До новых наших видео или с рецептами, или просто в деревенских буднях. Всегда ждем вас с удовольствием и с нетерпением ждем вас на нашем канале. Приходите в гости и смотрите на нас. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.